Последняя заправка на выезде с Душанбе. И дальше сказали, буду только دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس Встретили ребята меня, чему большое спасибо, Сайдамир и Алишер. Ребята угощают меня такими вкусностями Таджикистана. Большое им спасибо за что. Вот попробуем настоящий шашлык. Худжанский шашлык. Худжанский, все верно. Приехали смотреть первую комнату, квартиру. В этом районе была квартира даже двухкомнатная, но ребята сказали, не самый лучший вариант. Отправляемся дальше искать. Всю дорогу суетились, нашли какую-то квартиру. Сказали, должна понравиться. Должна? Да, обязательно. Вы говорите же. Хозяин говорит, что понравится. Ну. Вот он хозяин. Теперь моя квартира на 10 дней. Большое спасибо ребятам. Помогли снять такие замечательные, так скажем, апартаменты. Всю дорогу звонили, суетились. Вот оно, что значит приехать в город, где тебя встретили, сразу накормили, помогли с жильем. Поехали, посмотрели пару моих вариантов. Ребята сказали, так жить нельзя. И вот сказали, живи как человек. Под окном расположился рынок арбузов и дынь. Вроде как с Узбекистана. Только вышел и сразу предложили поехать в Каракум. Въехали уже на территорию бывшего Каракума, нынешнего Гулистона. Гулистоном начали называть, кстати, это место всего лишь 3 года тому назад, как выяснилось.
А это, собственно, само водохранилище, которое называется Таджикским морем, да. Вот такое Таджикское море. Куда без народных творчеств. '18 год. Думал на самом деле, что Каракум это пустыня, а оказалось это всего лишь город, который я неправильно называл. Называется он Кайракум. Собственно, тут у нас небольшой ввод в курс исторических моментов города. Вот специалист по городу. Специалист просто историю немножко знает. Человек же должен знать по своего города. Правильно? Правильно. Я могу рассказать даже про Смоленск, но вот когда приедут ко мне в гости ребята... Конечно, да, конечно, у нас очень деревня город. Например, Худжан, это переименовали раньше в Советском Союзе, Ленобадом был. Александр Македонский, последний город, который завоевал в своей империи, это был Худжан. Тогда он Александрия здесь называл. Это прям Александрия в прошлом. Да, Александрия в прошлом был, да. Ну вот, я в Александрии. Александрия был. Ну, в Худжанде правый берег, левый берег есть. Левый берег это старый город. Вот. А от старого города что-нибудь такое сохранилось? Прям исторические там руины, Да, может быть? Да, вот, например, в старом городе, вот там немножко еще сохранились крепость, которая это раньше была. Крепость, там немножко там возле нашего парка сохранились. Парка Камули Худжанды там есть, там немножко сохранились. И улочки такие маленькие, узкие. Нашему городу 2500 лет, даже больше. Отмечается День города? Да, отмечается. Каждый юбилей отмечается. Символ Худжанда — это вот такая корона, которая находится, пока еще не могу точно определить расположение, то ли в центре, то ли с окраины, но мимо нее я раз сегодня 10 точно проезжал. Но вот сейчас поедем в Чайхану, есть плов. Ребята позвали на плов. Вот оно, что значит гостеприимство. Собрались все вместе, как говорится, за практически круглым столом. Вот будем пробовать сейчас настоящий плов. Самый, наверное, настоящий, да, ребят? Худжанский плов. Говорят, что самый настоящий плов вот только здесь. Вот попробуем, отведаем самый настоящий. Ребята научили плов есть. Говорят, делается все очень просто, но совсем это не просто. Берется сначала вот кусочек. Тянется к краю тарелки. Приминается. Палец при этом опущен в самом низу тарелки. Он не участвует в процессе. А потом большим пальцем надо все затолкать. Еще так, чтобы это не проронить. Но проронить, мне кажется, просто невероятно сложно. Это какая-то прям игра. О, получилось. Но не все. Рука осталась. Но на самом деле это такой сложный навык. Нахожусь во втором по величине города Таджикистана Худжанд. С населением чуть больше 180 тысяч человек. По первым ощущениям, мне он кажется не супер маленьким, а даже похоже чем-то на Душанбе по размерам. Но это вот мне ребята говорят только первое ощущение. На самом деле он в радиусе 30 километров. И обойти его можно за один день полностью. Первое, на что я обратил внимание, то, что площади города действительно, несмотря на то, что очень маленькие, каждый участок очень сильно благоустроен. Везде присутствуют какие-то инсталляции, какие-то парки, цветники. Чем самым создается максимальный уют в этом городе. Вот разница между центральной улицей и не центральной. С
Стела Худжанд, которая находится, является главным символом города, находится в той стороне. А в эту сторону начинается центр, через мост Кухна. Делит город на две части река Сыр-Дарья, которая в свою очередь является второй после Амударьи, реки Средней Азии. Приятно встретить на дорогах такие луазики. Эти луазики повсюду. Они у меня ассоциируются с детством, которое я проводил на Украине в свое время. Вчера ребята провели такое сравнение. Если Душанбе это Москва, то Худжанд это Санкт-Петербург. Говорят, что это культурная столица всего Таджикистана, ввиду его очень глубокой истории и невероятной красоты. Всюду продают мороженое. И я решил попробовать такой рожок. Немножко он у меня поплыл. Стоит 2 самани. Вот Uber 19-20 века. Арба двухколесная. Служила для перевозки людей и грузов. Ровесник Бухары, Самарканд, Худжанд на протяжении тысячелетий был одним из очагов азиатской цивилизации. Находясь на Великом Шелковом пути, он развивал торговые отношения, обогащался знаниями далеких стран, из которых возвращались караваны худжандских купцов. В 1986 году город отмечал свое 2500-летие. Но можно с уверенностью сказать, что первое поселение на его месте было намного раньше. Худжанд – это единственный город, построенный непосредственно на берегу Сыр-Дарья, одной из главных водных артерий Центральной Азии. Издревле здесь успешно развивалось земледелие, географическое положение способствовало развитию торговли. Через Худжанд проходил самый легкий путь между долиной реки Заравшан и Ферганской долиной, разделенной их высокими горами. Все это привлекало завоевателей, которые пытались захватить и завоевать эту землю. Город существовал при династии Ахеменидов. Был впервые завоеван Александром Македонским, который укрепил его и назвал в честь себя Александрея Стаха с древнегреческого крайния. В 329 по 328 годах нашей эры. В 8 веке Худжанд, получивший в то время свое современное название, был захвачен арабами. А уже в 1219 по 1220 года, после длительного сопротивления местным населением, был разрушен армией Чингисхана, не оставивший здесь камня на камне. Однако географическое положение на Великом Шелковом пути способствовало возрождению города. Купцы, проходившие через Худжанд, вывозили отсюда изделия местных ремесленников. Шелковые ткани привозили из далеких стран, новинки как европейской, так и китайской цивилизации. Благодаря всему этому комплексу способствовало вновь развитие города. Благодаря развитию экономики, науки, культуры Худжанд стал пристанищем для многих ученых, врачей, поэтов, музыкантов. В 1866 году Худжанд был занят русской колониальной армией и вошел в состав туркестанского генерал-губернаторства. И вновь географическое положение города способствовало витку развития города. В последующем при советской власти город переименовали в Ленабад, собственно, который носил свое длительное название в советское время. В 20 веке город продолжил свой рост. Во время Второй мировой войны Худжанд был одним из центров эвакуации людей и заводов из европейской части СССР, что способствовало росту промышленности, науки и культуры. А послевоенные годы через Сыр-Дарью были построены 2 моста, после чего город начал застраиваться и на правом берегу реки, и на левом. Находясь возле центральной мечети Худжанда, по правой стороне будет рынок. Это, говорят, крупнейший рынок. На рынке кругом продают арбузы, фрукты и другие вкусности. На внутренней части рынка Панчанбе продавались фрукты. Здесь же кондитерка. Это, я понимаю, настоящий базар. Выбор максимальный. Пройдя зону кондитерки, оказываемся на внутреннем дворе, где продают также овощи, но уже, я так понимаю, в большем объеме.
как бы опт, потому что везде кругом мешки, тюки, игрушки, которые помогут вам довести до машины купленный вами товар. Пройдя внутренний двор с овощами, мы попадаем уже на вещевую часть рынка. А пройдя ряды с одеждой, попадаем там, где можно перекусить вкуснейшие шашлыки, кебабы, которые доступны, я так понимаю, любому человеку, который пришел за покупками и в поисках долгих проголодался. Пройдя немножко от базара, оказываешься на одной из старейших улиц, которая находится в районе, если правильно я понимаю, Тутикалон. Здесь, говорят, дома построены больше 2000 лет тому назад. А это, говорят, старейшее дерево в Фуджанде и практически во всем Таджикистане, которому больше 2000 лет. И проход к нему доступен. Бытует легенда, что сам Александр Македонский привязывал корабли за стволы этого дерева. Обхват дерева составляет 8 метров, а его высота достигает до 24 метров. Площадь его обширной кроны равна 324 метров квадратных. В этом районе есть 3 древних захоронения. Но кто здесь захоронен по сей день, насколько я знаю, неизвестно.